Выявлены нарушения антимонопольного законодательства в сфере госзаказов. Рассмотрены жалобы частных лиц. Возбуждено 63 дела. Все предписания исполнены в срок. Публичные обсуждения начались без публики, но уж точно без той, которую желали видеть организаторы мероприятия, и которая была оповещена за 2 недели до назначенной даты. Нарушения в сфере госзаказов – главная тема встречи. Заместитель руководителя антимонопольного ведомства сделал акцент на видах нарушений, которые повторяются с завидной периодичностью из-за банального незнания норм и требований. Я последний раз был у главы, у нас координационный совет, совещание, и выступал с докладом. И когда я озвучил, что нарушения повторяются по 10 раз в год, глава дал поручение и рекомендовал нам, чтобы для сведения направляли все списки нарушителей для принятия кадровых решений. Особое внимание уделяется соблюдению правил антимонопольного законодательства. В основном фиксируется нарушение монополистам, превышающим полномочия и ущемляющим права потребителей. Одно из громких дел за отчетный период Ингушского УФАС было возбуждено в отношении МРСК. Вынесено решение о незаконном отключении потребителя от электроэнергии. Наложен штраф. Но административное наказание – это последняя капля, перед которой предшествуют и предупреждение, и предостережение. В этом году, в этом квартале рассматривается дело по статье 10 как злоупотребление доминирующим положением со стороны МРСК. В начале года мы уже вынесли решение по одному делу, по 10 статье, это нарушение 442 постановления электрической энергии и ограничение режима потребления электрической энергии в отношении ООО СК «Неон». За третий квартал этого года было вынесено 63 постановления о назначении административных наказаний на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, и столько же было взыскано штрафов. В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственного муниципального Ингушского ФАС России с 1 октября по текущий момент поступило 55 жалоб от участников закупок, из которых 12 разрешены в связи с несоответствием требований федерального закона о контрактной системе. 12 отозваны заявителями, по существу рассмотрено на заседаниях комиссии 31 жалоба. Из рассмотренных по существу 6 жалоб поданы на действия федеральных заказчиков, либо их комиссии, 1 жалоба на действия муниципалов и 24 жалобы на действия заказчиков Республики Ингушетия и уполномоченный орган Комитет госзаказа Республики Ингушетия. Публичные обсуждения проводятся с целью налаживания диалога. Итоги работы за весь 2020 будут подведены в январе. Ислам Дударов, Магомед Нальгиев, Найп Цичоев. Вести Ингушетия.